В Якутске на территории исторического парка «Россия. Моя история» погиб 16-летний подросток. Трагедия произошла на официальной экспозиции военной техники. По предварительным данным, подросток проник внутрь танка через нижний люк. Во время нахождения внутри его придавило тяжелой подвижной металлической деталью конструкции. От полученных травм он скончался на месте. По факту происшествия проводится проверка. По предварительным данным следствия, юноша скончался 20 января текущего года на территории выставки трофейной техники парка в результате травмы, полученной внутри установленного технического образца. На месте происшествия следователями и исследователями-криминалистами Следственного управления проведен осмотр, изъяты предметы, имеющие значение для установления причины и обстоятельств произошедшего. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, изучается соответствующая документация. Ход расследования находится на контроле руководства Следственного управления. Экспозиция трофейной военной техники проходит на территории исторического парка «Россия. Моя история» с начала ноября. Открытие выставки было приурочено к проведению республиканского антифашистского форума «Народ и армия едины». Выставка была организована под патронатом лично главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева и командования Восточного военного округа. Сейчас крайне важно не расслабляться. Враг по-прежнему очень силен, помощь от НАТО не ослабевает. Фашистский режим Киева, и это сегодня все видим, не жалеет своих граждан. Надо наращивать нашу помощь воинам, чтобы полностью сломить сопротивление украинских нацистов и их наемников. Среди экспонатов американская боевая машина пехоты М2 Брэдли, бронетранспортеры М113 ВАБ Фукс, украинский Буцефал. А также среди экспонатов выставки был представлен танк Т-72 с нанесенной надписью «Алеша». При этом данный танк не является тем самым танком «Алеша», о котором ранее широко освещали пропагандистские СМИ. Оригинальный танк в настоящее время хранится в музее Министерства обороны в Москве. Несмотря на это, экспонат в Якутске использовался как символ и визуальный образ для пропаганды войны детям. По имеющейся информации, именно в этом танке предположительно и произошел трагический инцидент, в результате которого погиб 16-летний подросток. Тут очень большое пробитие, пришлось наварить полностью решетку. Организаторы говорили о целях экспозиции как о патриотическом воспитании молодежи, делая акцент на визуальном воздействии и возможности увидеть войну своими глазами. Трагический исход произошел из-за того, что власти решили поиграть в войнушку. Мы сегодня можем видеть те объекты, с помощью которых наши враги воюют с нашими ребятами. С помощью этой техники они пытаются установить свой порядок в этом мире, свои законы. Но наша техника и этот танк, который символично сегодня отражает подвиг знаменитого танка «Алеша», противостоит этой армаде. Вечная слава героям! Вечная слава России! Народ России един с праздником! А организаторы выставки позволили несовершеннолетним свободно взаимодействовать с опасной техникой. В нашей стране постоянно действующая выставка всего лишь одна. На данный момент это парк «Патриот» в Москве. И вторая, получается, у нас в Якутске. Это действительно большая редкость получить такую технику. Никакой регион России не может этим похвастать. После происшествия в публичных комментариях внимание сместилось на поведение ребенка, что фактически снимает ответственность с тех, кто отвечал за безопасность экспозиции. Например, мэр Якутска заявил, что причиной трагедии стало баловство и призвал родителей контролировать поведение детей. Очень сильные чувства, конечно, вызывает и танк Т-72, который олицетворяет на самом деле подвиг, исторический, легендарный подвиг танка «Алеша», в состав которого входили наши земляки, герои России, Алексей Неустроев, Филипп Есеев. Вот Филипп здесь сидит. Поприветствую. Я как раз смотрел в Москве с коллегами из Москвы, и вы знаете, у всех было чувство, вот все говорили, что просто слезы на глазах, когда видели, как люди возлагают цветы
память танку и отдают дань уважения и боевой машине, и в их лице всем нашим ребятам, которые сражаются сегодня на фронтах специальной военной операции. Уверен, что эта экспозиция будет особенным местом, которое будет хранить боевой дух, напоминать всем нам, какой ценой продолжается освобождение территории от нацистов. Ну и, конечно, я очень надеюсь, что мы с Восточным округом отработаем так, чтобы в дальнейшем эта экспозиция у нас в республике стала постоянной.